Приз в честь конезаводчиков Республики Башкортостан. Для лошадей 2 лет чистокровной верховой породы, принадлежащих владельцам Республики Башкортостан. И на дистанцию 1600 метров уйдут следующие участники. Первый номер Стивен Чара снят. Второй номер Буцефал Ус. Лошадь принадлежит Камилю Усманову из Туймазинского района Республики Башкортостан. Жокей Альфред Исламов. Подготовкой лошади занимается мастер-тренер Юрий Москаленко. Третий номер Арома Лав. Лошадь принадлежит Айгуле Диатулиной из Иглинского района. Подскачет мастер-жокей Айрат Ишназаров. Готовил лошадь тренер первой категории Денис Ломакин. Четвертый номер Урал снят. Пятый номер Иремель снят. Шестой номер Анхен. Лошадь принадлежит Ренату Тайчинову из Мейкинского района Республики Башкортостан. Скачет Рустем Саидгареев. Подготовкой лошади занимается тренер второй категории Василий Кутуев. Седьмой номер Бланка. Лошадь принадлежит Рифу Гельманову из Учелинского района. Скачет жокей третьей категории Альберт Шейхудинов. Подготовкой лошади занимается тренер Николай Коренев. Восьмой номер Консивия. Принадлежит Радику Горееву из Туймазинского района. Скачет жокей первой категории Александр Лиханов. Подготовкой лошади занимается тренер Флюр Батыров. Эта команда сегодня уже одержала победу на призе главы республики. Но я имею в виду, конечно, Александра Лиханова, Флюра Батырова и владельца Радика Гореева. Консивия еще не стартовала сегодня. Девятый номер Стивен Бой. Жокей Фидан Гайфулин. Лошадь принадлежит Сергею Грицюте из Туймазинского района. И сам же Сергей Грицюта занимается ее подготовкой. Десятый номер Кайтаро. Скачет Анастасия Львова. Лошадь принадлежит частному владельцу Усманову из Республики Башкортостан. Ну и подготовкой лошади занимается мастер-тренер Юрий Москаленко. Камиль Усманов представляет Туймазинский район Республики Башкортостан. И 11 номер Красавчик Джоки. Жеребец принадлежит Рузелю Мустафину из Илишевского района Республики Башкортостан. Скачет Айсулу Юнусова. Подготовкой лошади занимается сам же владелец Рузиль Мустафин. Вот как раз на ваших экранах 11 номер. Ну и приз в честь конезаводчиков Республики Башкортостан для лошадей 2 лет чистокровной верховой породы. Что тут можно отметить? Можно отметить, что лошади двухлетки очень молодые. Да, они еще не раскрылись. Увидим мы, на что они способны, конечно, вот в 3-летнем возрасте окончательно, когда будет разыгран дерби, основные призы. А сейчас надо обратить внимание вот на Буцефалу, Арома Лав, Анхен, Консивия, возможно, Стивен Бой. Тут хорошая конкуренция. Кайтара. Да, то есть нет такого явного фаворита. Да. Сразу несколько лошадей очень неплохо выглядят. Ну и кто-то, например, Анхен, выступали вот на дистанции 1630 метров. Кобыла пришла к финишу 3-й тогда. Ну и здесь надо есть понимать... лошади, которые вообще еще не испытывались. Да, поэтому, например, вот особое внимание, наверное, кобыле Бланке под 7 номером, красавчику Джоки под 11-м. Всегда бывает так, что лошадь удивляет своим результатом. Вроде бы не испытывал еще, ничего не показывал, а тут раз и выдающаяся победа. Бывает такое, конечно. И тут еще один момент. Двухлетние лошади скачут, жокей на 2-летней лошади скачет без хлыста. И заставить лошадь какими-то силовыми методами невозможно. Да, ну вот сейчас 10-й номер у нас еще не появляется. Вот мы видим на ваших экранах, это Анастасия Львова. И что-то происходит, видимо, с жеребцом Кайтаро. Да, вот мы ждем, когда Кайтара будет переведен за линию стартовых боксов. До этого не может быть дана команда о постановке лошадей в боксы.
Сейчас как раз вот на ваших экранах Кайтаро, гнедой жеребец от Тока и принцессы Марго. Ну, будем надеяться, что все участники, которые сейчас готовятся к старту, благополучно стартуют, потому что всегда интересно следить за скачкой, где много участников. Все до этой стартовой линии добрались. В хорошем порядке все лошади. Двухлетки, но так развиты. Интересно посмотреть, конечно, на борьбу. Да. Наконец-то звучит команда лошадей в боксы. Сейчас будем смотреть за этим увлекательным процессом. Ну, двухлетние лошади, многие, понятное дело, что еще пугаются. Это не лошади старшего возраста, неопытные подробные бойцы, которые уже этих боксов повидали немало. Но вот второй номер Буцефал Ус, хоть уже и стартовал, но все равно, видите, испытывают определенные проблемы с постановкой в боксы. И здесь, конечно, Альфред Исламов тоже пытается как-то помочь тренерской команде завести Буцефала в боксы. Нервное напряжение передается и 8-му номеру Консивии. Ну все, второй номер Буцефал Ус в боксах. Да, напряженный момент постановка в боксы. Да, особенно молодые лошади, когда стартуют. Конечно, все зависит от того, как с лошадью общаются до этого. Чем больше с лошадью работают, именно общаются, смена обстановки, все это влияет. Можно подобие боксов сделать дома. Какие-то узкие ворота, чтобы просто проходить. Много Вот способов. 7-й номер сейчас Бланка никогда не испытывалась. Очевидно, что в этом плане есть проблемы, но удастся ли вот с толкача, что называется, завести, удалось. Ну вот хорошо, что лошадь все-таки людям доверяет. Она не отбивает, терпит, что с ней делают. Ну прямо сейчас мы готовы передать слово нашему комментатору Денису Ганиеву, потому что все готово практически к старту. Итак, старт. Приз честь коннозаводчика в Республике Башкортостан со старта Буцефал Ус принимает хорошо. Вырывается вперед. Тут же 6-й номер Анхен. За 9,5 пройдены 130 метров. Арома Лав лидирует, за ней 8-й номер Консивия. Одиннадцатый номер не принял со старта, остался в боксах. Итак, 3-й номер лидирует Арома Лав. Тут же рядышком 8-й номер, это Консивия. 6-й номер Анхен. Тут же тройка лидеров. 1630 метров, напомню. По-прежнему лидирует Арома Лав под седлом Айрата Ишназарова. За 31,1 пройдено 400 метров. Пройдено 500 метров, прошу прощения. 11-й номер в одиночестве ускакала у нас лошадка. По-прежнему Арома Лав, Анхен за ней. В борьбе Арома Лав и Анхен практически впритык. Ноздря в ноздрю идут. Но Арома Лав слегка впереди. За ней 6-й номер Анхен. Тут же Буцефал Ус и Консивия. И выходит Анхен на первую позицию под седлом Рустама Саидгариева. И посмотрите, какой рывок предпринимает Анхен. Вот это преимущество! Анхен ведет эту скачку, за ней Арома Лав, Буцефал Ус и Консивия. Вот это рывок! Вот это да! И финишная прямая. Смотрим. Красивый финиш в гордом одиночестве. 6-й номер Анхен финиширует. За ней в борьбе 7-й и 2-й номера. Далее 3-й. Далее 10-й и 9-й. Вы знаете, прекрасная победа Анхен, но мы вот как раз говорили о том, что кто-то удивит. Бланка-то, которая не испытывалась, все боролась за второе место. Да, ну Итак, не испытывалось, мы это не значит, что не подводим готова итоги. лошадь, Жокеем конечно. пройти Но взвешивание. каждая скачка дает На сцене лошади Гузель все-таки некоторые Дэнс. преимущества. Привычка, участие в борьбе
Поэтому лучше бы, чтобы лошадь, конечно, скакала. Да, и мы отмечали, что у Анхен именно был опыт выступления на дистанции 1630 метров. И вот, наверное, этот опыт как раз и сказался, потому что вот тот рывок, который был предпринят и который стал решающим в итоге в призе в честь коннезаводчиков республики, он и принес победу. Вот именно рывок. Вот выходит на первое место, опять же, чувство пейса. Жокей правильно все сделал, он не поехал со старта так, а знал, что есть у лошади силы, есть возможность этого рывка, все сделал как нужно. Да, ну и 11 номер, по всей видимости, остался в боксах, это красавчик Джоки. Не удалось вот пройти испытания, лошадь и до этого не испытывалась, но и в итоге не добавился дополнительный старт в копилку опыта, к сожалению, для красавчика Джоки, его владельца Рузиля Мустафина и Айсулу Юнусовой. Но это опыт тоже. Каждая скачка дает возможность тренеру распределить дальнейшую работу. Понять, над чем нужно поработать. Если лошадь остается в боксах, значит, надо тренировать старт, тренировать этот момент. Ведь самый важный, наверное, момент – старт. Если лошадь не стартует, то вообще никакого результата не будет Конечно, показан. вот мы же видели на примере заездов даже, вот Чео-сан тот же. Позиция очень много играет. Да, ну и вот этот финиш. И борьба какая за второе это место. Да, да, борьба прежде всего здесь и развернулась за вторую позицию. Второй и 7 номера, Буцефал Ус, если не ошибаюсь, и Бланка боролись за вторую позицию. Ну, сейчас все абсолютно точно узнаем. Потому как с победителем-то все ясно. А вот кто там был вторым, третьим,